Пострадавшим в ДТП с участием школьного автобуса в Сыктывдинском районе оказана вся необходимая медицинская помощь. Об этом главе Коми доложила вице-премьер Наталья Михальченкова. Сейчас под наблюдением врачей 3 взрослых и 2 ребенка. Их состояние удовлетворительное, организованы проверки по линии Министерства образования, следственных органов Государственной инспекции труда. О результатах Сергею Гапликову доложат в начале следующей недели. Известно, что нарушений при выпуске автобуса в рейс не было, маршрут был согласован. Этот же автобус был задействован в постоянном подвозе 7 учеников Ясныкской школы от поселка Кимьяр. Министр отметила, что и стаж погибшего водителя был приличный – более 30 лет. Предрейсовый осмотр был пройден. Установленными требованиями водителям автобуса были пройдены и технический контроль, и медицинский осмотр водителя в день проводился. Поэтому его выпуск на линию осуществлялся работниками Ясныкской школы. Сергей Гапликов подчеркнул, разобравшись в случившемся, необходимо будет принять самые жесткие меры для наведения порядка и недопущения подобных случаев впредь. Напомним, смертельное ДТП произошло 27 октября на трассе Вятка напротив поворота в село Иб. В момент удара в салоне автобуса находилось 15 человек, 8 взрослых и 7 детей. Роковое столкновение унесло жизни 3 людей: водитель, замдиректора и делопроизводитель школы села Яснок.